Проповедь сегодня называется «От хвалы до проклятий». И давайте мы место Писания прочитаем, к которому мы будем обращаться. Я хочу, чтобы вы его помнили, знали. И это у нас Матвея, 27 глава, с 20 по 26 стих. Все места Писания будут в новом русском переводе. Итак, какой-то звук, да? Что такое? Но первосвященники и старейшины убедили толпу просить освобождения Вараввы и казни Иисуса. «Так кого же из этих двоих вы хотите, чтобы я вам отпустил?» – спросил наместник. «Варавву», – сказали они. «Что же мне тогда делать с Иисусом, которого называют Христом?» – спросил Пилат. Все в один голос закричали: «Пусть он будет распят». «За что? Какое зло сделал он?» – спросил Пилат. Однако толпа кричала все громче: «Пусть он будет распят». Пилат, увидев, что ничего не может сделать и что волнение в народе лишь нарастает, взял воды, вымыл руки перед всем народом и сказал: «Смотрите сами, я же не виновен в крови этого человека». И весь народ сказал: «Кровь его на нас и на наших детях». Тогда Пилат освободил им Варавву, а Иисуса велел бичевать и затем отдать на распятие. По поводу вымыл руки, вы знаете, как все, я умываю руки. Кстати, тоже отсюда. То есть он показательно умыл руки и сказал, что я здесь вообще ни при чем. Итак, сегодня вербное воскресенье и триумфальный вход нашего Господа Иисуса в Иерусалим. Он въехал на молодом осле, как было предсказано в пророчестве. И вы знаете, что вдоль дороги выстраивались люди, и они кричали: «Осанна! Осанна! Слава Богу Всевышнему!» То есть его встречали как царя. Люди ожидали, что это тот царь, тот Мессия, который обещан, что он придет, что он воцарится в Израиле, и он спасет весь народ. И Израиль, он был в то время под оккупацией Римской империи, вы знаете. Все взволнованы, все любят Иисуса, стелят свои одежды перед Ним, пальмовые ветви, просто толпы народа. Это было в воскресенье. Но через 5 дней, в пятницу, 5 дней прошло. Та же толпа, которая восхваляла Его, теперь кричит: «Распните Его, пусть будет проклят, отдайте нам Варавву». Все злые жаждут крови. Кажется, что нелогично. Как такое вообще могло произойти? 5 дней прошло. Сначала толпа возносит до небес: слава царю Всевышнему, поют осанна, и через 5 дней требуют его казни. Возникает вопрос, что не так вообще с этими людьми? Как такое возможно? Но, тем не менее, в Библии описано, что именно так это произошло. Почему? И вот сегодня мы попытаемся ответить, я попытаюсь ответить на вопрос, почему толпа вела себя именно таким образом, и какие уроки мы можем извлечь из этого для себя, каждый из нас. И для этого нам нужно знать, кто был вообще участниками всей этой трагедии. И, прежде всего, конечно, это религиозные лидеры, которые были, они ненавидели Иисуса. В Евангелии от Матфея, 27 глава, следующее написано. «Но первосвященники и старейшины убедили толпу просить освобождения Вараввы и казни Иисуса». Именно они были зачинщиками, они подбивали людей, то есть они убедили толпу просить освобождения Вараввы и казни Иисуса. Возникает вопрос, почему эти люди так ненавидели Иисуса? И мы знаем из Библии, из Нового Завета, что Иисус не только разоблачал их религиозное лицемерие, которое было, но также есть история в Евангелии от Иоанна, 11 глава, с 47 по 53 стих. Это событие, которое сразу происходит после воскресения Лазаря. Иисус воскресил Лазаря из мертвых, и потом дальше что происходит? Вы знаете, что это прямо, вы представьте, человек умер, его похоронили, прошло 4 дня, он уже начал разлагаться, труп. Не просто, в смысле, там уже воняло, написано. И Иисус воскрешает его из мертвых.
толпы людей просто, уверовали и кричали «Слава Богу!». То есть Иисус был на пике популярности, наверное. И вот потом как раз происходит следующее событие. Первосвященники и фарисеи тогда созвали высший совет, Синедрион. Что нам делать, спрашивали они. Этот человек, то есть Иисус, творит много знамений. Если мы позволим ему продолжать, то все поверят в него, и тогда римляне придут и уничтожат и наше место, и наш народ. Здесь такое пояснение, в смысле, это, иудеи ждали Мессию, Спасителя, Царя, кто придет и кто их освободит от римлян. И они говорят, что если он так будет продолжать, он будет творить все вот эти знамения, все люди просто в него уверуют, его возведут на царский престол, и тогда у римлян сразу возникнут вопросы. То есть они пришлют карательный отряд, загубят весь народ. Вы знаете, что отступление такое? Все это произошло через 70 лет. В 70-м году нашей эры Иерусалим был разрушен. Все было стерто с лица земли. Несколько по другим причинам, не из-за этого, но тем не менее. 49 стих. Каяфа, один из них, который в тот год был первосвященником, сказал: «Вы ничего не понимаете, вы не можете понять, что лучше для вас, чтобы один человек умер за народ, а не весь народ погиб». Он сказал это не от себя, но будучи в тот год первосвященником, он изрек пророчество о том, что Иисус умрет за народ. И не только за иудейский народ, но и для того, чтобы собрать воедино рассеянных повсюду детей Божьих. С этого дня они стали думать, как убить Иисуса. То есть это тот стих, который нужен нам. Они думали, его на престол народ возведет, мы вообще все потеряем, и они стали с этого дня думать, как убить Иисуса. Еще раз, религиозные лидеры возненавидели Иисуса и строили планы его убийства. Но была очевидная проблема. Иисус находится на пике популярности. Он настолько популярен в народе, как можно убить? Все почитают его за пророка, его почитают за Мессию. Ты не можешь просто прийти, что с тобой тогда толпа сделает? И у них созрел план. Шаг за шагом, как это делать. Во-первых, нужно было уничтожить его репутацию. Это то, с чего они начали. Его арестовали, вы знаете, когда его схватили, и привели на свой суд. Внимание, то есть это суд иудеев, в Синедрионе, иудейский суд по их законам. Но при всем при этом они были оккупированы римлянам и жили, римское право, оно в том числе распространялось на них. Но сначала они привели его на свой суд. И на самом деле это было в нарушение еврейского законодательства. Нельзя судить человека ночью. Знаете, такое давление, когда тебя ночью допрашивают, что-то делают с тобой. Надо что-то сделать с этим, да? Итак, его снова и снова допрашивали, что-то делали в течение всей ночи. И ночные суды по еврейским законам, еще раз, не допускались. Но им было все равно. Они привели свидетелей, и свидетели, вы знаете, они дали совершенно противоречивые показания, которые вообще ничего не доказывали, хотя они кого-то и подкупали, и там лжесвидетельствовали. Но вся суть была в том, чтобы хоть какое-то обвинение выдвинуть, в чем-то его обвинить. Его обвинили в ереси, хотя он был невиновен по всем законам. И потом на основании этого они передали его Пилату. То есть римская власть высшая, потому что только Пилат мог вынести смертный приговор. Иудеи, они не могли, хотя у них, например, там даже, они бы постановление вынесли, но так как они были оккупированы, и римская власть, она, Давид, поправь мне, что там это... Раз, два. Да, наверное, лучше. Итак, передали Пилату. Это все, что им было нужно.
И дальше началась кампания по распространению слухов среди толпы о том, что, вы знаете, этого Иисуса на самом-то деле, который популярен, его уже неоднократно обвиняли в ереси. Он еретик, то есть, несет ложное учение. И вот теперь, вы знаете, вы слышали, он перед Пилатом предстал, его будет Пилат судить. И еще раз, Иисус был невиновен, но все, что нужно было сделать, это вот, я не знаю, вы сталкивались, нет, с этим, когда берется такая, делается гремучая смесь из слухов, полуправды, намешивается ложь, и это повторяется снова и снова и снова, и уже не отмоешься. Как снежный ком. Я просто, уже достаточно долго живу на этом свете. Часто видел это в политике, как это делается в соцсетях про какого-то человека. Знаете, это как в анекдоте, что ложечки-то нашлись, а осадочек остался. То есть сначала кого-то обвинили, что ты украл, например, что-то. Оказалось, что человек, он невиновен, а осадочек останется. Это то, что делают с нашей страной сейчас, например, в большой политике. Часто Россию обвиняют, то когда с новости смотришь, у нас президент просто какой-то властелин мира. Он везде, во всем принимает участие, потом оказывается, что это не так, что русские там не виноваты, но осадочек остается, да. И вот общая картина, она такая, знаете, создается, что монстры какие-то живут в стране. Но что я хочу сказать? Будь осторожен, будь внимателен, будь осторожен с теми, кого ты слушаешь. Это когда к тебе люди приходят. Знаете, вот притча, 18 глава, 17 стих. Кто первым изложил дело, тот выглядит правым, пока другой не придет и не расспросит его. Я вам могу сказать, что как пастор, когда ко мне вот люди приходят с какими-то проблемами, чем-то делятся, я уже давно понял, что нужно выслушивать две стороны. И желательно, чтобы они были вместе. Потому что ты сидишь, слушаешь одну сторону, то, конечно, ты прав. Да я вообще с тобой согласен, да, абсолютно. Приходит другой человек, говорит, и ты тоже с ним соглашаешься. Конечно, ты прав. Что я хочу сказать, что нужно быть осторожными и выслушивать обе стороны истории. Потому что у людей есть свои планы, и мы даже не касаемся тех случаев, когда кто-то кого-то ненавидит. Здесь бывает, люди искренне заблуждаются в церкви, каждый видит просто свою сторону и что-то говорит, но если тебя кто-то ненавидит и пытается злонамеренно что-то сделать, то такие люди могут такого наговорить. Поэтому, если ты с кем-то разговариваешь, и ты чувствуешь, что там, какая-то вот злоба или ненависть на кого-то есть, это первый признак, что надо быть прямо очень осторожным с этим человеком и серьезно задаться вопросом, насколько всю ли правду тебе говорят. Знаете, как вот человек может говорить правду, но что-то утаивать, и истина, она будет на самом деле совершенно другой. Вы понимаете, о чем я? И это именно то, что произошло с Иисусом. И я думаю, что также, сатана, он здесь не стоял в стороне, хотя в Библии этого не написано. Вы знаете, кто смотрел фильм «Страсти Христовы»? Многие, да, Мэла Гибсона. Там есть просто такое, что когда дьявол, он перемещается, типа тень его там, среди толпы и шепчет людям, и чтобы они отвернулись от Иисуса, и чтобы они требовали, чтобы Христос был распят. В Библии нигде этого нет, чтобы вы понимали. Про это не говорится, что сатана там, нашептывал на уши первосвященникам или толпе. Но вы знаете, я не могу представить, что сатана просто спокойно сидел, сложа руки в этот момент. Намерение дьявола было уничтожить Иисуса до того, как Иисус уничтожит его. Потому что он знал пророчество, которое было дано. Давайте посмотрим. Бытие, 3 глава, книга Бытия, 3 глава, 15 стих. «Я положу вражду между тобой, между дьяволом, и женщиной, и между твоим потомком и ее потомком. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Другими словами, здесь говорится, что вот этот мальчик, дитя, то есть Иисус, когда он появится, он поразит дьявола в голову. Он уничтожит его. И сатана был кровно заинтересован в уничтожении Иисуса. И у него всей картины не было.
И он думал, что если он здесь, его на земле, все сорвет планы Божии. Я просто несколько мест Писания приведу. Давайте вот мы посмотрим. Евангелие от Луки, 22 глава, 3 стих. Написано: «Тогда сатана вошел в Иуду, которого назвали Искариотом, одного из числа 12». Вы знаете, что Иуда, он предал Иисуса Христа. То есть сатана уже там как бы действовал, чтобы его арестовали, чтобы он показал, вот нужен был какой-то предатель, сатана там посодействовал. Также Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих. Здесь Иисус обращается к Петру. «Симон, Симон, сатана просил, чтобы все вы были рассеяны, как пшеница». То есть, чтобы все ученики, они были рассеяны после того, как разбежались. То есть, он даже пред Богом просил. Как вы думаете, сатана остановился на этом? Я так не думаю. Еще раз, в Библии об этом не написано, но я не думаю. И толпа никогда бы не догадалась, что в этом замешан где-то дьявол. Но он, вероятно, был там и подстрекал толпу. Смотрите, что я хочу сказать. На Западе очень распространен такой вопрос в христианской среде. Знаете, в воскресных школах задают. И потом дети вырастают до взрослого. Знаете, такой: а что бы сделал Иисус вот в этой ситуации? Хороший вопрос. Вот, например, если что-то возникает и говорят: а что бы сделал Иисус? Когда нужно какое-то принять решение. Отличный совет. Но вы знаете, я по себе могу сказать, что проблема заключается в том, что часто мы приходим к умозаключению, что Иисус поступил бы вот именно так, как я поступаю. Я же хороший человек, у меня же хорошие намерения. И вот Иисус поступил бы точно так же, как и я. Вообще я вдохновляюсь Богом. Вот мои поступки, со мной Бог. Вот знакомая ситуация? Хорошо, давайте не про вас, а вот так. У других-то же было такое, да, когда вот вы смотрите на человека, и он такой, явно он так думает. То есть проблема заключается в том, что мы можем думать, что Иисус бы сделал то, что мы хотим сделать, потому что мы сами этого хотим. И начинаем путать. Смотрите, я хочу предложить другой вопрос, классный. А чего бы хотел сатана вот в этой ситуации? То есть не то, как бы поступил Иисус, или чего хочет Иисус, а ты спроси, а чего хочет сатана вот в этой ситуации? Чего хочет от нас наш враг? Если ты получаешь понимание, чего бы хотел сатана в этой ситуации, просто прими решение этого не делать. Вы понимаете, о чем я? Откровение, 12 глава, 10 стих написано, что сатана – это обвинитель братьев. Он лжец, и он постоянно обвиняет. Он постоянно тебе нашептывает, что они вообще не такие. Когда у тебя есть искушение, знаете, может быть, в соцсетях написать какую-нибудь гадость про кого-нибудь. Может быть, не написать, но поделиться, комментарий какой-то оставить. Просто помни, что, сатана бы очень остался доволен тобой. Молодец. Потому что сатана, он обвинитель. Именно этим он зарабатывает на жизнь. Вы знаете, часто, когда конфликты возникают в церкви, а как бы Иисус поступил? Надо же за Господа стоять, за правду. Если не я, то кто же скажет все это? А если задать вопрос, а чего бы хотел, собственно, наш враг? Да он хотел бы, чтобы все разругались, друг с другом не здоровались. Именно этим он и живет. И если то, что ты будешь делать, оно поспособствует именно этому, может быть, не стоит в этом участвовать? Цель сатаны – это распространять ненависть и уничтожить любого, кто создан по образу и подобию Божьему. Будь он христианин или не христианин. Для него вообще не имеет значения. Поэтому всякий раз, когда мы сеем ненависть, проклинаем людей, злословим кого-то, кто создан по образу и подобию Божьему, мы выполняем волю сатаны. Я сам не люблю, знаете, когда, например, кто-то, часто можно услышать у неверующих таких: да эти христиане, они вечно сатану везде у них, он виноват, везде его потакают. Не стоит пренебрегать этим.
не стоит преувеличивать, потому что Он ничего не может сделать, если ты с Иисусом Христом. Он может повлиять на принятие решений, как-то тебя цеплять, но тебя Он тронуть не может. Но совсем пренебрегать, что Он ничего не делает, не стоит. Он может тебе нашептывать на ухо. Иакова, 3 глава, 9-10 стих. «Языком мы славим Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, сотворенных по подобию Бога. Из тех же уст выходит хвала и проклятие. Братья мои, этого быть не должно». Почему? Да потому что именно этого сатана и хочет. Итак, вернемся обратно. То есть были религиозные лидеры, распространявшие полуправду и ложь, что Иисус несет ересь. И был сатана, который также нашептывал толпе обвинения в адрес Иисуса. И, конечно же, сама толпа людей. И я думаю, многие из вас сталкивались, яркое проявление такое было, вот стадное мышление. Когда вот говорится, вот представьте, там все его прославляли, прошло 5 дней, они увидели вот этого героя своего, которого они прославляли, царя. Здесь он окровавленный, осужден властями, они услышали обвинения, народ шепчется везде. Половина начала верить. И они начали думать, наверное, неспроста же люди. Люди-то говорят. И они начали думать, что Иисус был не тем, на кого они надеялись. И вот они бросили все, прокляли его и начали кричать: «Распни его! Распни его!» Потому что все остальные делали то же самое в толпе. Еще раз, социологи называют, есть такое понятие стадное мышление. Вы знаете, Библия сравнивает нас с овцами. Паства. Стадо не хочется говорить как-то, да? Коннотация такая. Часто, когда в церквях говорят, знаете, что вы как овцы. Смотрите, я хочу провести грань. У нас, вообще овца, но не самое умное животное. Вы понимаете, да? Все согласны со мной. Это мягко сказать. И, даже пренебрежение на Кавказе, или это как баран. Да, вот есть такое. То есть, уперся. То есть, если кто... У меня бабушка держала просто овец. Баран, он может реально биться в ворота, например, когда там закрыто. И овцы тоже, они, не особо. Но смотрите, здесь почему... Я хочу, чтобы вы понимали, в чем именно сравнение. Общество, которое тогда существовало, оно какое было? Вообще, когда начали сравниваться паства, что пастырь – это пастух, да? У них не было интернетов, заводов, фабрик. Общество жило стада пасли. Это все, что они знали. На понятном языке пример приводился. И на понятном языке, смотрите, овцы, они при всем при этом, это беззащитное животное. Здесь именно пример приводится, смотрите, мы, как овцы, именно не в том смысле, что мы тупые или безвольные, но в том смысле, что без пастыря доброго, без того, кто нам укажет путь, мы беззащитны просто против этого злого мира. Вы понимаете? И есть тот, кто может нас защитить и может нас направить. Именно с этой точки зрения. Поэтому я не хочу, чтобы кто-то, когда вас сравнивают, вы чувствовали себя каким-то обиженным. Я что, тупой, что ли? Я что, овца? Не в этом смысле. Но здесь показывается, что как овцы, они беззащитны. Вы понимаете? Если ее не направить куда-то, все может кончиться плохо. Исайя 53, 6 глава говорит: «Все мы, как овцы». Исайя – это пророк, в смысле, даже не малый пророк, он, в смысле, кто может сказать, когда Исайя писал? По таймлайну, сколько лет до нашей эры это было? То есть это столетие. Если не тысячелетия, книга была написана. То есть тогда он писал: «Все мы, как овцы, сбились с пути, каждый из нас пошел своей дорогой, но на Него Господь возложил все грехи наши». На Него – это на Иисуса. Мы все сбились с пути, и все шли не той дорогой. Но Иисус нас избавил
от наших грехов. Он нас направил на путь истинный. Вот толпа в тот день, она также сбилась с пути. Все были как овцы, последовали примеру всех, кто делает вокруг. Вы знаете, у овец, в том числе, вот как вот стадное мышление, если... Просто вот бывали такие, я думаю, наверное, неоднократно, я просто один случай помню, когда, несколько пастухов пасли свои отары овец, и там 3 их было или 4, много, там сотни. По-моему, всего было где-то около 1500 овец. И они решили устроить пикник. Их оставили, вроде такая ложбина овец. Сами пошли где-то мясо пожарить, пообедать. Пока они жарили и обедали, одна овца, она упала во враг, очень глубокий, 15 метров. То есть, понимаете, это насмерть. После нее туда зашла еще одна, потом еще одна, еще одна. И, то есть 400 овец, там даже больше, по-моему, под 2000 с чем-то общее количество было. Они разбились насмерть. Еще 1500, они попадали сверху. Так как они падали уже на те, которые снизу лежали, они там, кто покалечился, в общем, живые остались, но ущерб просто был, колоссальный. Просто люди ушли, и вот такая вот тема была. Стадное мышление. То есть, в здравом уме никто прыгать не будет. Это мы так детям своим говорим. Если все пойдут с крыши прыгнуть, ты что, тоже пойдешь? С овцами было вот такое. Почему это произошло? Все эти овцы были такими же, как те люди из толпы, которые требовали смерти Иисуса. Поступили так, как поступают овцы, и бросили друг за другом со скалы. Еще раз, не думали самостоятельно. Позволили толпе думать за них. То есть мнение толпы, оно давлело над ними. Что я хочу сказать? Смотрите на Иисуса. Следуйте за Иисусом, не за толпой. И вы никогда не пожалеете. То есть у нас, принято превозносить демократию. Демократия – это власть народа в переводе, да. То есть там решает большинство. Но вы знаете, я часто видел, когда большинство, оно было неправо. К сожалению. Большинство, оно не всегда право. Большинство может ошибаться, в том числе. И еще раз, вернемся к нашей теме. В этой драме был еще один участник, и это был Бог. Смотрите, вот книга «Деяния», «Деяния апостолов», мы читаем о событии, которое произошло через 50 дней после того, как Иисус был распят. И Петр проповедует там, да, и вот смотрите, он проповедует, то есть там собралось большое количество иудеев, израильтян. И это те же самые люди, которые до этого пели осанна, потом кричали «распни его». И вот они здесь в Деяниях во 2 главе, когда Петр им читает эту проповедь. И Петр говорит в конце проповеди следующие слова. Деяния 2 глава, 22-23 стих. «Израильтяне, выслушайте, что я вам скажу об Иисусе из Назарета. Бог удостоверил вас в том, что послал Иисуса могущественными делами, чудесами и знамениями, которые вы сами знаете, Бог совершал через Него у вас на глазах». Дальше, внимание. «Его, преданного по замыслу и предвидению Бога, вы, пригвоздив руками беззаконников, убили». Петр говорит, что вы убили своего Мессию, которого вы ждали. Это ваша вина. Но перед этим, вот смотрите, он что говорит, что по замыслу и предвидению Бога. Вы виновны, но это было по замыслу Бога. По Божьему плану Иисус должен был умереть. И, можно голову сломать, когда вот про это думаешь, как, в смысле, вот люди, как их можно обвинять, если у Бога был такой план? Как они могут быть виновны? Бог сделал так, чтобы это произошло. Я хочу вам показать одну притчу, которую вы все знаете, Луки, Евангелие от Луки, 20 глава, с 9 по 15 стих. Он рассказал народу притчу, это Иисус.
Один человек посадил виноградник, он отдал его в наем виноградарям, а сам уехал в чужие края на долгое время. Когда пришло время, он послал слугу к виноградарям, чтобы они дали причитающую ему часть урожая. Виноградари же избили слугу и отослали его с пустыми руками. Он послал другого слугу, но они и этого избили, поиздевались над ним и отослали с пустыми руками. Он послал третьего слугу, они и этого изранили и выбросили из виноградника. Тогда хозяин виноградника подумал: что же мне делать? Пошлю своего любимого сына, может, хоть его они устыдятся. Когда же виноградари увидели сына, они решили: это наследник, давайте убьем его, чтобы наследство стало нашим. Они выбросили его из виноградника и убили. Что теперь сделает с ними хозяин виноградника? Здесь не нужно быть гением, чтобы понять, о чем говорил Иисус. Виноградник – это Израиль. Это избранный народ Божий. Человек, который посадил виноградник, это Бог. Слуги, которых Бог посылал, это пророки. А вот эти вот негодные виноградари, это духовные лидеры, которые были поставлены над Израилем. А любимый сын, которого вот эти злые виноградари собирались убить, это был Иисус. И таков Божий план – послать своего любимого сына вот этим религиозным лидерам иудеев, заранее зная, что они его убьют. Но он все равно отправил своего сына, и они убили его. Смотрите, Бог не заставлял вот этих религиозных лидеров, иудеев, распинать Иисуса. Он просто отправил к ним своего сына, зная, что они сделают то, что они сделали. Они убили сына, потому что решили, что он должен умереть. И это делало их виновным в его смерти. Но смотрите, если на все на это посмотреть, вот вообще, да, представьте, люди ждали Мессию, вот когда Петр проповедует, вот, Духов день, день Пятидесятницы, когда то, что мы читали до этого, когда Петр, он проповедовал толпе, и он говорит, что вы его убили. И они кричат: а что же нам делать? Вот представьте, вы ждали Спасителя, вы ждали Мессию, и ты понимаешь, что ты причастен к его убийству. Вот как человек, просто если ты, как можно к этому отнестись? Можно сказать: ну что за сборище неудачников? Вот я как человек иногда могу смотреть на кого-то и думать, как можно было вообще во все в это вляпаться? Просто хочется уйти и оставить людей наедине со своими проблемами. Здорово же, что я не Бог, да? Потому что если бы у Бога было такое отношение, вы знаете, как Бог поступил с ними. Вот. Когда толпа, она осознала, что же они сотворили, какой ужас вообще ситуации, вот он был, этот Мессия. То есть они не видели всей картины Божией. Они думали, что вообще все пропало. То есть столетиями, тысячелетиями Мессию обещанного мы взяли и распяли, мы убили. Что же делать? Они его спрашивают: что же нам делать, братья? И Бог мог сказать: что за сборище неудачников, да? Но вместо этого он говорит, что? Через Петра. Давайте посмотрим. Деяния 2 глава, 38-39. Петр отвечал: покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа. Ведь это обещание относится к вам, вашим детям и к тем, кто вдали, ко всем, кто будет призван Господом нашим Богом. Да, они были виновны, но так же, как и мы. Петр сказал: и тебе, и мне, что Иисус понес твои и мои грехи. Давайте посмотрим. 1 Петра, 2 глава, 24-25 стих. Он сам в своем теле вознес наши грехи на древо, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему пастырю, хранителю ваших душ.
Вы знаете, я уже, в принципе, закончил, но я хочу сделать небольшое отступление, я вот прям чувствую, что это нужно сделать. Смотрите, вот то, что мы читали, часто люди, они использовали, вот в том числе это место Писания, эту притчу для обвинения евреев. Ну, собственно, вот там как бы зарождался антисемитизм. Ну, вот они убили Бога. Я вам хочу сказать, что вообще это сугубо еврейские дела. Ну, в того Бога и Спасителя, которого мы верим, он тоже еврей. Если что, по крови. Все апостолы были евреями, и они проповедовали, и Бог, он не закончил со своим народом. И то, что мы вот здесь говорили, и мы ветвь привитая. Поэтому, не забывайте просто про это. И когда люди, вот они несут какую-то, такой вот сеют антисемитизм или что-то, я просто не хочу, чтобы, кто-то использовал это в этом смысле. Не-не-не. Итак, именно поэтому Бог послал своего Сына умереть от рук людей, которые, как Он знал, могут это сделать. Для чего вообще все? Мы знаем, что «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Через евреев, через еврейский народ пришло спасение для всего человечества. И это Божий план.